Всем привет, я Миша, и мы начинаем обзор. Призрак фантом пристыкован к призраку. Посередине артик, сам набор, дальше шлем штурмовика и сам логотип мультика Лего Star Wars Rebels. И сказано, что новое оружие на пружинном механизме. Дальше задника, второй экран, фантом с разных ракурсов, экшн-сценка, логотип и функции. И одна главная функция, что фантом соединяется с призраком. Дальше коробка от призрака. Артикул, название и возраст 14. И опять оружие на пружинном механизме. Обратная сторона коробки. Тут уже не одна, а две экшн-сценки. Тут истребители сил. Дальше еще одна экшн-сценка. Дальше призрак с разных ракурсов. Дальше функция набора. И опять же эта функция, что призрак присоединяется к фантому. Идем дальше. У нас и мини-фигурки. И первый из мини-фигурок Гера Синдо. Она капитан корабля, и раньше он был, вот, теперь не очень. У меня есть оружие, маленький бластер. Дальше, если закроем, будет такая женская фигура, не мужская. Закрываем и хоп, есть женская фигура. Также и у этой женщины тоже есть такие же, их можно закрыть, и получится более женская. Вот. Также у Геры есть сзади клетку. Вот. И мне нравятся ее очки. Ну, по этой мини-фигурке это все. Дальше идет гора Зеп Арелиус. Мне не понравилось, что его винтовку сделали всего лишь из 3. Да, вот.
Это два бластера и рукоятка светового меча. Мне не нравится. Но мне нравится, как она выглядит. А как собрана, не очень. Следующая мини-горка Кеннанджа. Единственный выживший джедай. После падения храма джедаев. Раньше у него был только бластер, но он сразу же взялся за свой световой меч, потому что встретил Эзру Бриджера и хотел его обучить джедайским способностям. Дальше, следующая мини-фигурка как раз Эзра Бридж. У него есть бластер и шлем. Вот, сейчас ему оденем как раз. Мне нравится, как этот шлем выглядит. Хорошо так постарались на нем леговцы. Кстати, никаких принтов, но мне все равно нравится, как его шлем. Следующая мини-фигурка это такой штурмовик с винтовкой. У него есть винтовка. Вот. Также у него есть лицо, только оно почему-то лицо клона ему сдали. Кому-то нравится по фильму седьмому эпизод, а кому-то нравится только из сериала «Звездные войны повстанцы». Мне два этих нравится. Причем этот командир. Все, по этой мини-фигурке все. И последняя мини-фигурка Чоппер. Так. У них было мало деталей для создания дроида, так что они построили такого маленького дроида Чоппера. У него тут спрятаны ручки. Две целых. И по мини-фигуркам это все. Идем дальше. Дальше у нас идет инструкция. Инструкция от Фантом. Вот. Таких размерчиков маленьких. Тут комик, что надо собирать по пакетикам. Дальше, что в каком пакетике собирается. И началась сборка. И закончили мы сборку на странице. Вот. На странице 60. Дальше страничка перечень деталей. Дальше рекламка сайта Lego.com.Star Wars. Дальше набор 2014 года, второго полугодия и рекламка в экран набора.
Лего. Идем дальше. Инструкция от призрак. Вот. Кроме что надо собирать пакетиков, функция разделитель для деталей. Он разделитель деталей. Дальше сборка мини-фигурки и его оружия светового меча. И пошла сборка. И закончили мы сборку на самой последней странице в этой части. На 75. И переходим во вторую. Во второй мы начинаем с 5-го пакета, потому что в первой части мы собираем 4 пакетика всего лишь. И продолжаем сборку с 5-го пакетика и заканчиваем на странице 54. Дальше 3 страницы перечень деталей. Вот и вот. Дальше функция набора. Дальше и иконка на сайта. Лего.com Star Wars. Дальше набор 2014 года, второго полугодия. И также мини-фигурки из них. Дальше постеры большие. В большом AT тоже есть такой же постер, только он громадный. И в имперском разрушителе тоже такой же. И по инструкциям это все. Идем дальше. Техника. Все. Начну. Фантом. Он нужен для экстренной улета сталкивания с врагом. Мне нравится, когда крылья в полете. Мне очень это нравится. Вот как получается. Но когда мы его ставим, они превращаются в такую лепешку. И мне это не очень нравится, не очень. Да, не в такой лепешке. Совсем не нравится. Также у него есть вот. Можно выстрелить. Сейчас выстрелим. Вот мы и выстрелили туда. Оно попало и по фантому это все. И то есть не все. Про эту часть все. Теперь идем к переднике. Тут три есть
кабина пилота, в которой мы можем посадить. Кейна нажарился. Кладем шлем Эзры и его бластер, а также дроида сюда. И мы вот так. У меня не трясется. Так. Все. Вот так это выглядит, и они полетели. Все, следующее. Переходим к большому призраку. Вот такой он его капитан Герасиндула. Вот, можно было. Мне пальцы не очень большие. И пролезает вот в этой. Сюда мы можем посадить Эзру Бриджера. Садим его. И вот мы его посадили. Вторая мини-фигурка туда не поместится, потому что вторая мини-фигурка будет прям по упираться ноги Гера. И будет все разваливаться. А мне это не по душе. Тут у нас в этом отсеке мне нравится, что сделали место для хранения дополнительного заряда. Да, мне это очень понравилось. И я попрошу Лего, чтобы они сделали всегда место, куда можно было класть и оружие. И дополнительные снаряды. Некоторых наборах они не... Это меня немного огорчает, что не перейдем. Тут у нас место для Кейнана. Сюда может поставить бласт. Второй меч можно положить. Все, потому все. Идем дальше. Дальше
перейдем к спасательным капсулам. Ну, например, посадим туда штурмовика, который будет спасаться в имперстве. А также штурмовика первого порядка. В эту кабину посадим. Они будут спасать в имперство свое. Когда опрокинем капсулу, вот она будет опрокидываться. Ну, мне немного огорчает. Вовсе немного. Дальше идем к башне. Туда мы можем посадить гораздо Бааредиуса. Убираем его оружие из рук. Дальше сгинаем ему ноги и руки и садим его в спасательный капсул. И еще надо засовывать стекляшку его голову. Но мне не нравится, что сделали это потому что зубы не будет дышать. Идем к низу. Тут у нас это для стрельбы. И тут есть трап, которым можно потянуть на себе это и вылиться с ящичек. И в нем лежит Галакрон. Вот. Вот он какой. Галакрон. Вот. И тут еще одна функция. Здесь берем фантом и вставляем его сюда. При этом поднимаем эту и хоп, хоп. И вот что получится. Мне это очень нравится. И очень круто. За это Лего огромное спасибо. И все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро
скоро выйдет еще один обзор на Shadow Kyle.